ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте идет охота на собак. Формально бездомных, безнадзорных и опасных. А что по факту? К нам обратились работники магазина «Миша», что в поселке Дальний. Меньше года назад им подбросили щенка. За ним присматривали и подкармливали. Продавцы говорят, собачка ласковая, с ней без опаски играли даже дети. 9 апреля домашний пес исчез. В 8 часов утра в магазин зашла покупательница с ребенком и сказала: «Вашу собаку убивают». Мертвых собак, когда они их просто берут и грузят, и открыта вся машина, лежат трупы животных, и дети на это смотрят, это вообще невозможно. В собаку стреляли. Испуганное животное пыталось спрятаться в тамбуре магазина. Не помогло. На записи видно, как догхантеры выволакивают тело дворняжки. Живая она или мертвая, бог знает. Работники магазина старались спасти своего любимца. На собаку поступила жалоба. Ответили на это растерявшимся людям борцы за безопасность. Кто и когда жаловался, непонятно. Магазинного пса все-таки забрали. Сказали, отправят на передержку. А дальше созванивайтесь, выясняйте, как забрать обратно. Главное побыстрее. Через 5 дней вновь поступивших ждет утилизация. Непосредственно подрядчик, который занимается отловом, вчера обещал мне, мы созванивались очень много раз, обещал мне провести в передержку свою. Постоянно назначал время, то на 12, то на 3, то на 4. Потом сказал, что перезвонит сам, но не перезвонил. Сегодня я целый день с утра звоню ему, он просто не поднимает трубку. Единственный приют, который смогла найти Марина самостоятельно, находится в аэропорту. Но здесь о собаке не слышали, однако звонку женщины не удивились. В последнее время в приюте разыскивают питомцев даже из удаленных районов. Недавно звонили жители Войвожа, после – водненцы. Мифическая передержка, все равно что Атлантида. Все слышали о ней, но где находится – тайна. Служба по отлову собак, она там говорят, что собак везут в приют, хотя мы с ними не сотрудничали никогда, и собак здесь взрослых уже давно никто не принимал. Говорят, что везут в ветеринарную службу собак. Мы нашли эту ветеринарную службу, которая дали мне адрес. Там никто вообще про никаких бездомных собак не слышал. То есть мне сказали, что их везут в ветеринарную службу, и там либо их сразу прокалывают, эвтаназию им делают, либо отпускают на волю. Если верить активистке, ветслужба не в курсе, и это поразительно. Ведь контроль за отловом возложен на главврача станции по борьбе с болезнями животных. На этом загадки не заканчиваются. Как нам удалось выяснить, с начала 2015-го Ухтинская городадминистрация заключала контракты на отлов на 1 месяц. В марте и апреле борьбой с бесхозными животными занимался некий И.П. Василевский. Возможно, именно его сотрудники 9 апреля увезли пса. Правда, они не представились, зато рассыпали какое-то вещество у запасного выхода. В магазине уверены, это яд. Предупреждающих табличек нет. То, что отрава, это не факт. Это надо доказать, что это отрава, потому что это только лабораторная экспертиза может это сказать. В каких дозах содержащий яд или что-то. А для людей это тоже опасно. Почему? Потому что, понятно, что если маленький ребенок, или еще что-то, кто-то возьмет это, руки не помоет или что-то, то, конечно, может быть и гастрит, и язвы, и все что угодно. В магазине догхантеров узнали. Они постоянные покупатели. После происшествия больше не заходят. Продавцы до сих пор не могут отойти от пропажи питомца. Очень хотят его отыскать. Дни идут. Надежда тает. Директор магазина планирует обратиться в прокуратуру. Женщина задается несколькими вопросами. Почему отлов производится в светлое время суток? По правилам, это можно делать только с 22 часов вечера до 6 утра. И существует ли все-таки этот загадочный собачий приют, где жизнь длится 5 дней, а потом утилизация?